Приветствую, стрельцы, на моем канале. Сегодня хочу сделать для вас расклад, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года. В таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье. Также мы посмотрим ваш внутренний мир, препятствия возможные, в марте и совет. Весь расклад сделан на 7 колодах. Каждый отвечает за свою сферу. Мне захотелось в благодарность вам, за интерес к каналу, за интерес к видео, за лайки и дизлайки также, особенно за ваши подписки, сделать вот такой вот сложный расклад. Я намеренно не записывала перетасовку колоду, и раскладку вот сейчас, чтобы не отнимать ваше время, и сразу приступить к прочтению прогноза. Так вот, почему я взяла 7 колод? Для того, чтобы каждая колода могла полностью проявиться в каждой отдельной сфере, чтобы карты могли повториться, если вдруг такое произойдет, и такое у некоторых знаков так получалось. Поэтому, ну что, приступаем. Внутренний мир, значит, здесь у вас выпала карта компромисс, О чем она говорит? Компромисс — это когда мы соглашаемся, с кем-то, на компромисс идем. Мы отказываем себе, в какой-то частичке нашей души отказываем. Мы не можем, получается, отказать кому-то в чем-то, помочь подруге, коллеге, сестре, а потом, получается, сами же от этого и страдаем, что не можем отказать, и идем, на вот эти компромиссы. Поэтому карта говорит, не стоит идти, не стоит идти на эти компромиссы с собой, со своей совестью, со своими желаниями. Не надо, если вас будут просить, лишний раз подумайте. Хорошо, карта интенсивность, рыцарь огня. О чем она говорит? Это первая половина марта, это вторая половина марта. То есть это с 1 по 15, это с 15 по 31. Вот с 15 по 31. Что здесь? Эта карта говорит, что нужно каждое мгновение жизни проживать вот тотально, целиком, погружаясь в момент. То есть вот так интенсивно, и тотально могут погружаться только дети. Вот смотрите, они когда играют, то они играют. А взрослые вот не могут так жить в моменте прям. Взрослые все равно как-то делают это все отчасти, вроде бы как они что-то делают, но мысленно все равно они где-то в другом месте. Так вот, карта говорит, вы должны научиться, проживать тотально жизнь целиком. То есть, если, например, если вы любите, то любить на максимум, если вы злые, то прям превращаться в какой-то гнев и растворяться в этом гневе, в гневе, Если вы танцуете, вы должны прям становиться танцем. Я не знаю, как вам еще это объяснить. То есть вы должны раствориться, в том, что вы делаете. Понимаете, превратиться в саму энергию. Вот карта говорит, что нужно вот так интенсивно проживать каждый момент, а не витать в облаках, Ну, об этом попозже, о витании в облаках. Тут еще потом я вам об этом скажу. Смотрите, переходим к нашим земным, делам. Любовь. Что с любовью? 8 кубков. Но она говорит, здесь уход. Здесь точно не время, начинать отношения. Это вообще очень тяжелый период для человека. Здесь, особенно для пар. Она говорит о том, что это отношения будут на расстоянии, это партнер куда-то уезжает от вас или вы от партнера. Это отношения, которые, знаете, у них появляется какое-то охлаждение, отчуждение, между людьми. Это может быть и когда люди только начинают жить, какая-то, притирка, привыкание, когда они присматриваются друг к другу. Также это может быть вступление в брак, когда людей заставляют, то есть они идут куда-то не хотя, не хотя. Также, что тут еще может быть? Это показывает уход, уход, возможно, третьего лишнего человека из пары, то есть было трое, останется пара. Вот такие вот здесь события. Точно она показывает уход. А как он уже проиграется, то есть в каждой семье он проиграется по-своему. Это будет первая половина марта. Вторая половина марта. Значит, здесь выпала 7 мечей. О чем она говорит? Это вообще, знаете, это такая вот фальшивая идиллия. Это когда
вроде как со стороны, да, отношения кажутся хорошими, но на самом деле, да, там уже давно нет отношений, они уже давно дали трещину, но люди, ой, простите, делают вид, да, что там все хорошо и все прекрасно. Что тут еще? Тут однозначно идут обманы в паре, хитрости. То есть кто-то кого-то обманывает, дурит, хитрит. Эта карта вообще такого, вот знаете, человека, ну если это мужчина, да, Дон Жуан, интриган, ловелас, да, если женщина, ну, в женской ипостаси, да, то есть она такая соблазняющая, да, это люди, которые уходят от ответственности, они, да, не хотят каких-то серьезных отношений. Вообще им нравится соблазнять, да, как-то покорять и бросать. И вообще все им сходит с рук, да, потому что это такие вот мастера играть на чувствах. Поэтому вы вот, будет у вас такое, знаете, настроение. Тут, видимо, вы уйдете из отношений, и вам захочется, да, как-то немножечко поиграться с другими людьми. Поэтому что тут еще может быть? Ну, в принципе, серьезных отношений здесь как таковых нет, да, то есть если это пара, то там скорее просто такое охлаждение чувств, да, как бы нет какой-то такой ярких проявлений, эмоций, эта карта не показывает. А если не пара, то понятно, если вы один человек, то вы тут такой ловелас и Дон Жуан, да, женщина, которая всем мужчинам морочит голову. Ну хорошо, переходим в карьеру. Что здесь? Четверка кубков. Значит, здесь все спокойно, все как-то размеренно, предсказуемо, скучно. Какие-то, знаете, вот все одно и то же уже надоело. Нет какого-то энтузиазма, огонька нет, да. Здесь вот такое какое-то болото уже, да, такое профессионально начинается у вас даже выгорание, то есть вам ничего не хочется, нет мотивации. Просто у человека вот нет мотивации. То ли зарплата может быть маленькая, то ли вам просто эта работа не нравится. Может быть, не нравится руководитель, коллектив, ну тут что угодно может быть. Ну вот просто вам не хочется ходить на работу, вам неинтересно, скучно. Тоска, хандра, знаете, вот это вот безразличие, грусть, когда на работу встаешь и нехотя вот это одеваешься, идешь просто потому, что надо. В общем, нет желания, энтузиазма. Воспоминания, может быть, о каких-то былых временах, да, когда вы работали на какой-то другой работе или там чем-то, не знаю, в другом коллективе, может быть, вас перевели, да, и вы тут теперь вспоминаете, что вот, как там было хорошо, а тут вообще ужасно. Ну, вот как-то недовольны вы, чем-то недовольны в своей работе. Идет недовольство, и в то же время, да, как бы здесь все одинаково, одно и то же, монотонно, ничего не меняется, то есть изменений никаких. Изменений никаких нет. Все как было, так и остается. По тузу жезлов, да, во второй половине марта, вот здесь вот уже начинается жизнь, да, пробивается жизнь, так скажем. Потому что это уже как раз, знаете, это какое-то получение туз, это начало, это вот какое-то мы получаем новое предложение, новый проект, куда-то, может, переходим на новую работу, или на это у нас появляется вдохновение, нам дают какой-то новый заказ, новую задачу дают, да, в работе. И вы начинаете, вы прям отдаете здесь, да, на все 100%, на всю мощь включаетесь, да, вот так, как вы умеете. Вы же у нас огонь, стрелец, поэтому вы тут прям на полную включаетесь. Поэтому, что тут еще можно сказать? Ну, это вот это дело, которое начнется, да, в конце марта, оно, кстати, может привести к очень хорошим результатам, да. Тут может быть даже какое-то прям такое, знаете, признание, слава, да, то есть это как-то вот даст какой-то статус вам, даст вообще хороший результат, такой прям триумфальный. Поэтому тут вот в начале месяца немножко поскучаете, погрустите, а к концу тут прям зажжетесь, знаете, в работе. Финансы. Ну вот, понимаете, сразу в финансах это отражается. Шестерка пентаклей. Ну, это вообще, знаете, как бы такая карта, где вы нуждаетесь, вы находитесь в каком-то затруднительном положении, да. Дела, конечно, начинают улучшаться немножко, да, если мы там берем, допустим, февраль месяц и март. Тут, конечно, дела немножко лучше, чем в феврале.
Но все равно здесь человек, вот здесь вы представлены в виде детей, да, здесь вам нужна помощь, чтобы прожить как-то этот месяц, да, вам нужна какая-то поддержка, помощь, приток средств откуда-то, какое-то или одалживание, да, или, возможно, кредит. Может быть, вам просто кто-то поможет, как типа меценатство, благотворительный фонд, да, какой-то. Может быть, какая-то государственная помощь. Но тут однозначно вы получаете поддержку от кого-то. Да, то есть тут идет от кого-то поддержка, потому что сами вы здесь в таком настроении зарабатывать не хотите, понимаете, тут как бы то, что вы зарабатываете, вам не хватает на вот эти чипсы, да, и на пиво, то есть поэтому тут нужен приток извне, потому что перед этой картой шла пятерка пентаклей, а эта карта говорит о тяжелом финансовом положении, и в шестерке оно как бы улучшается, вам дают какую-то помощь, и уже забегая наперед, видя рыцаря Пентаклей, я вам говорю, что вы очень хорошо этими деньгами как бы распоряжаетесь, да, вы их удачно как-то куда-то вкладываете, прокручиваете, проверчиваете, и уже к концу месяца, да, у вас есть какой-то результат. То есть, да, рыцарь Пентаклей это уже прям, ну, нормальный, да, скажем так, нормальные деньги. То есть это уже не нужно просить у кого-то помощи, да, там у родителей, у мужа, у сестры, у брата, у друзей, да, как-то одалживать, переодалживать, вот это все не надо уже делать, потому что здесь, как говорится, финансовая ситуация налаживается, да. Это вообще как бы человек, который умеет уже распоряжаться своими расходами, доходами, то есть, да, он, ну, как бы подкован в финансовых вопросах. Поэтому тут вот как бы с финансами становится лучше. И с работой с финансами становится лучше ближе к концу месяца. А в начале, ну так, слабенько, да, скажем. Кстати, по этой карте может еще идти подарок, да, для девочек. Вот актуально 8 марта будет получение подарка по шестерке пентаклей. Хорошо, переходим к здоровью. Девятка пентаклей. Ну, что можно сказать? Прекрасное, да, здоровье, хорошая физическая форма. Но тут вы видите, вы что сильно не убивались, да, как бы на работе. Поэтому тут, как говорится, со здоровьем все в порядке. Ухоженный вид, да, красивый. Тут вы такая прям, знаете, дама вся из себя, или там мужчина весь из себя. Что тут еще? Ну тут, смотрите, тут вообще, да, как бы вы очень привлекательны, вы ведете какой-то активный образ жизни, да, поэтому, ну, все хорошо. А по этой карте, кстати, возможно зачатие, да, зачатие, потому что девятка пентаклей, много пентаклей. Так что для кого актуально, здесь может быть беременность. Еще она может показывать наследственную какую-то болезнь, хроническую или наследственную. Ну а так, в принципе, со здоровьем все просто восхитительно. Четверка пентаклей. Переходим на конец месяца. Ну, тоже неплохое здоровье, да. Что тут? Ну тут единственное, знаете, что тут может быть вот четверка, она говорит о блокировке. Может быть блокировка как бы энергетических потоков, да, могут быть какие-то засоры в организме, закупорки, да, запоры, то есть когда вот все закупорено, скажем так, да, проблемы с кровообращением, да, вот тоже могут быть, что тут еще. Ну, тут при правильном образе жизни, да, если вы будете правильно себя вести, хорошо кушать, да, все будет нормально. Тут, кстати, еще лишний вес тоже может идти по четверке пентаклей. Поэтому ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, следите за здоровьем, и все будет прекрасно. Да? Тут ничего вам угрожать не будет. Поэтому так, переходим к препятствиям. Какие будут препятствия? Что тут у нас? Звезда, да, выпала у нас звезда. Ну, звезда, она говорит, что вы увлекаетесь, знаете, мечтами настолько, да, то есть у вас настолько креативный мозг, ну, это, в принципе, да, у стрельцов мозг работает на полную катушку, да, по идеям и всяким придумкам, что, знаете, иногда даже вам порой тяжело отличить реальный мир, да, от каких-то фантазий. Поэтому, если как препятствие, то можно сказать, что не увлекайтесь мечтами, да, то есть тут поймут, сидеть и мечтать, да, как бы это, конечно, хорошо, но это обычно не приносит никаких дивидендов, да, вам. Поэтому сидеть мечтать здесь как бы не время.
Ну, вы будете сидеть и мечтать, да, судя по этим картам, я вижу, что никакой активности не будет. Будете вот так, ну, видите, здесь он сидит на кресле, а она тут лежит на диванчике, да, и вся такая мечтает о том, как будет когда-то хорошо. Хорошо, смотрим конец месяца. А вот здесь, кстати, я вам не сказала по рыцарю Пентаклей, траты, да, что тут за траты? Тут могут быть траты, связанные также с машиной, да, то есть тут может быть какие-то или штрафы, да, или что-то в машине может поломаться, то есть вы будете деньги тратить на машину. И препятствие тоже говорит, видите, он здесь на колесиках едет, колесница движения. Вы не можете двигаться, какое-то препятствие, связанное с движением, вы не можете передвигаться. Либо границы закрыты, да, то есть вам куда-то, возможно, надо, а граница закрыта. Либо вам надо было ехать, а у вас с машиной какие-то проблемы, и в нее нужно вкладываться, да, или ее вообще покупать нужно, может, у вас нет машины, и вы хотите купить, но тут будут препятствия. В общем, здесь препятствия, связанные с машиной во второй половине марта. Совет, который хотят дать карты. Вот смотрите, якорь, он о чем говорит? Якорь всегда говорит, вам нужно остановиться, как бы заякориться, замедлиться. Вот как раз, понимаете, препятствием являются мечты, да, вы витаете где-то там в облаках, о чем-то мечтаете, да, вот такая вот вся. А карта говорит, не надо как бы мечтать, да, потому что вот скоро время придет, нужно будет действовать, поэтому нужно вот немножечко уже, да, как-то вот пускать где-то корни пускать свой якорь у какого-то берега. Ну, тут, в принципе, вы вот как раз по тузу жезлов-то якорь и пустите где-то, то есть что-то такое появится в середине, я думаю, где-то вот в середине месяца какой-то такой шанс вам, да, выпадет, что у вас, вы поймете, где нужно бросать этот якорь. Хорошо, а что нам показывают тучи, да? Шестая карта это тучи. Так, тучи. Ну, здесь, знаете как, все, она говорит, ну, все не так плохо, как вы думаете. Здесь, конечно, да, начинаются вот эти вот все движения, изменения. Опять же, возможно, проблема с машиной, проблемы дома, да. Поэтому она говорит, ну, не все так плохо, да, сильно не страдай. Не углубляйся в эти, да, в этот негатив, поэтому просто вот пережди. Просто нужно переждать, остановиться, переждать, машина починится, да, то есть здесь вся ситуация развернется, тут все решится и все как бы все пройдет. Это ж карта тучи, да, как тучи, они приходят, раз-два ветер подул, они ушли, так и здесь. То есть здесь вот эти все проблемы, они, знаете, они приходящие и уходящие, то есть ненадолго, несерьезные такие проблемы. Поэтому вот такая вот у меня здесь, ну не у меня, у карт, да, информация для вас интересная. Так что вот, стрельцы, комментируйте, ставьте лайк, если понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь, буду выкладывать новые видео. Благодарю вас за интерес к каналу, благодарю за просмотр.